Призыв Amnesty International поддержать Идриса Хасана. Преследования жителей Восточного Туркестана со стороны Китая не ослабевают. Фактом остается то, что некоторые уйгурские турки, живущие за пределами Восточного Туркестана, сталкиваются с большой опасностью, в том числе с попытками некоторых стран вернуть беженцев-уйгуров в Китай. Один из них, Идрис Хасан, уйгурский турок, отправившийся в Марокко по туристической визе в июле 2021 года, находится в центре высылки в Марокко в Тифрите по просьбе Китая. Чтобы спасти Идриса Хасана, который опасается за свою жизнь из-за возможной экстрадиции в Китай, 20 июля Amnesty International призвала освободить его. Прошло 2 года с тех пор, как уйгур Идрис Хасан был задержан в Марокко, говорится в заявлении регионального сотрудника Amnesty International по Ближнему Востоку и Северной Африке в аккаунте в социальной сети. Ему грозит экстрадиция в Китай, где, как считается, он подвергнется пыткам или даже казни. Поэтому мы призываем марокканские власти отменить возможную процедуру экстрадиции, говорится в заявлении. Открыт еще один пограничный переход. Китай продолжает использовать природные богатства, строя многочисленные авиалинии, железные и автомобильные дороги в стратегически важном Восточном Туркестане в рамках программы «Один пояс, один путь». Несмотря на санкции со стороны многих стран за геноцид в Восточном Туркестане, Пекин продолжает экспортировать продукты, произведенные с использованием принудительного труда в европейские страны через Центральную Азию, вновь открывая различные пограничные переходы в Восточном Туркестане. Как сообщила China News Network, 17 июля Китай вновь открыл таможню в районе Чеминей в Восточном Туркестане. В первый день границу пересекли 140 пассажиров. США с союзниками начинают военные учения против Китая. По данным International News Network, США и еще 13 стран 21 июля начали двухнедельные совместные многонациональные военные учения в Австралии. По мнению Reuters, это способ для стран, участвующих в учениях, продемонстрировать свою коллективную силу и единство перед лицом все более агрессивной позиции Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. Учения под названием «Талисман Сабры» проводятся каждые 2 года с 2005 года. Завершен процесс взаимного назначения послов Турции и Египта. Президент Египта Абдель Фаттах назначил Амра Аль-Хамами послом Египта в Анкаре. Решением, опубликованным в официальном вестнике за подписью президента Реджепа Таипа Эрдогана, Салих Мутлушен был назначен послом Турции в Каире. 10 тысяч резервистов в Израиле покинут свои посты. В Израиле объявили, что 10 тысяч резервистов-добровольцев оставят свои военные обязанности вопреки законодательству правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху, ограничивающему полномочия судебной власти.